Здравствуйте! В эфире вновь передача «Парад профессий». И с вами мы, ее ведущие Анастасия и Константин. Сегодня мы поговорим о профессии мастер общестроительных работ. В нее входят такие компетенции, как сварщик и каменщик. О сварщиках мы рассказали в прошлой передаче. Каменщики же обучаются очно. За 2 года и 10 месяцев студенты проходят весь курс практических и теоретических занятий. Получив диплом, ребята с легкостью могут устроиться на работу, ведь профессия входит в топ-15 профессий Чувашии и в топ-50 России. Учебную практику будущие специалисты проходят в просторной и светлой мастерской, где выполняют задания мастера различной сложности с особым энтузиазмом. И сейчас мы посмотрим, как студенты выполняют задания по схемам, предложенные Уткиной Луизой Вячеславовной. Луиза Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, что сегодня нам предложат ваши студенты? Наши студенты предложат вам сегодня декоративно-рельефную кладку. Ранее на прошлых уроках мы с ними изучали, и каждому звену было дано свое задание по степени сложности, по эскизам и по чертежам. Поэтому каждый из наших детей, каждое звено представит свою кладку сами, самостоятельно. Итак, мужчины находят общий язык лучше, и поэтому я передаю слово Константину. Кирпич кирпичу, и постепенно возводится большой и теплый дом. Я хочу сказать, что это очень трудоемкая работа. Давайте поинтересуемся, чем ребята сегодня занимаются. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений. Меня зовут Леша. А что это у вас такое? Наша кладка называется декоративно-рельефная с орнаментом в виде букв. Буквы Р и Ч обозначают Республику Чувашия. К тому же кладка выполнена в цветах чувашского герба. Сложность заключается в том, что при подготовке к этой кладке нам нужно было правильно рассчитать и вырезать детали букв, и к тому же правильно подобрать угол наклона. Если угол наклона не будет совпадать, то буквы уже на кладке не будут смотреться, тем самым они портят кладку. По моему мнению, это похоже на дымоходную трубу. Но давайте узнаем получше, что это такое. Мы ложим кладку труба-четверик с кирпичным зонтом. На прошлом уроке мы выложили трубу до выступа 14 ряда. Сегодняшняя наша задача – закончить кладку трубы. Установив кружево и зонтик, нужно будет заштукатурить места, которые показаны на схеме. Вот они тут. После этого все, работа заканчивается. А здесь ребята возвели кирпичную кладку с изображением российского флага. Вы, наверное, не раз замечали в нашем городе здания, на которых изображены такие же рисунки. А какая ваша сегодняшняя задача? Сегодня мы делали декоративную кладку с выступающим рельефом в виде российского флага. Нам нужно было сделать рамку и оштукатурить ее. И сделать выступы флага на 10 мм, а флагштога на 20 мм. Давайте перейдем к последним участникам практических занятий. Расскажите нам, что вы делаете? Мы сегодня кладем кладку. А почему на вашей кладке такие выступы? Такие выступы придают кладке определенную красоту. В данной кладке мы выбрали красный и желтый кирпич. Эти цвета присутствуют в чувашском флаге. Красный цвет означает достоинство и могущество, а желтый цвет олицетворяет богатство и милосердие. Итак, сегодня мы показали, как ребята 2-го курса показали свои навыки в кладке кирпича. А я передаю слово Анастасии. В здоровом теле здоровый дух. С таким девизом студентки приняли активное участие в веселых стартах, посвященные 8 марта. На соревнования были приглашены и ученицы школ. Девушки выложились во всю силу, за что и были награждены медалями и грамотами. Мне очень понравилось, все было отлично, и я считаю, что сегодня все победили. Подготовил данное мероприятие педагог физической культуры Миронов Константин Демьянович.
Это был конкурс, спортивный конкурс. Он уже традиционный, этот наш конкурс. В течение 20 лет мы проводим. Номера у нас сложные, значит, спортивного характера, теоретического, номера на логическое мышление. И очень мне понравилось, что наши участники обладают физическими качествами отличными, мышлением очень грамотным, и они интересуются в области спорта, так как вопросы были связаны с Олимпиадой, и они очень хорошо отвечают. Вы сами видели, что борьба была очень упорная, какие были страсти на площадке, это неузнаваемо. Команды менялись, и после первого номера одни, после второго номера другие, и только судейская коллегия могла определить правильность исхода нашего мероприятия. Ну что мне хотелось? Чтобы такие мероприятия были почаще в нашем спортзале, и хочется, чтобы больше на следующий год не 4 команды, а 6 команд было. И хотим уже приглашать приезжие команды из других регионов, точнее районов, например, близлежащие, такие как Вурнары, Ватрево. И что еще хотелось? Поздравить всех наших дам с женским международным днем, пожелать им крепкого здоровья, счастья, долголетия и хорошей учебы и отличного здоровья. Кончил дело, гуляй смело. Студенты подготовились к праздничному концерту, который был посвящен 8 марта и началу студенческой весны. Танцы, песни и стихи, и все это для прекрасной половины человечества. Организовать такое мероприятие студентам помог педагог-организатор техникума Алексеева Светлана Николаевна. Пусть внутри всегда цветет весна, пусть любовь в своем закружит танцы, грусть пусть страною обойдет, щеки пусть всегда горят румянцем, а душа от радости поет. С большой любовью, с большой душевностью, с большим-большим огромным теплом, на которое способно только женское сердце, поздравить себя, своих мам, своих бабушек, своих подруг, ну и мужчин, которые рядом с нами, чтобы все было у нас и у них рядом с нами хорошо. И чтобы наши студенты, весна 2018 у них только началась и не заканчивалась никогда, чтобы они всегда были умелыми, смелыми и достойными продолжателями. Ну, нас после нас. Поздравляю всех с праздником. От имени мужской половины техникума, от себя лично и от настоящих будущих защитников Отечества чистосердечно поздравляю вас с праздником весны 8 марта. Я, конечно, к такой публике не привык, но тем не менее все-таки от сердца скажу. Благодаря вас, милые женщины, мы появились на свет. Благодаря вас, милые девушки, будут получать жизнь и будущее поколения. Кружатся в
следующей же передаче мы поговорим о профессии мастера отделочных и строительных работ, в которые входят такие компетенции, как плиточник и штукатур-маляр. Смотрите передачу «Парад профессий» на канале РЕН-ТВ с 16 апреля в 19:00. Генеральным спонсором передачи является Канашский строительный техникум. И с вами были мы, Анастасия и Константин. До встречи!